Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги. Башкирский историко-культурный центр Темесова продолжает серию видеорассказов, посвященных Великой Победе, посвященной Великой Отечественной войне. Сегодня в рубрике нашего рассказа я остановлюсь в вооружении кавалерийских войск. К вашему вниманию я представлю полную аутентичную форму бойца 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Обратите внимание, как можно отличить кавалериста от других родов войск. Темно-зеленый погона и синим кантиком. 112-я башкирская кавалерийская дивизия позже станет 16-й кавалерийской дивизией. И как все кавалерийские дивизии, бойцы 112-й башкирской кавалерийской дивизии были вооружены шашками. Шашка в 1881 году шашка была введена в российских вооруженных силах. Есть такая легенда: во время сражения воины, которые были вооружены шашками, они перерубили бойцов, воинов, которые были вооружены саблями. Все сказанные мною слова являются всего лишь мнением любителя, историка, реконструктора, а не мнением эксперта, военного историка. Поэтому это только для информации. В 1881 году было принято вооружение шашки, и в чем было преимущество шашки, чем сабли? Главный центр тяжести. Центр тяжести у шашки вот 16 сантиметров от острия, вот здесь. То есть шашка имеет вот такую продольную дул, где заканчивается, именно здесь находится центр тяжести. И при рубке это очень удобно. То есть и шашка и рубящий, и колющий холодное оружие. А в отличие от шашки, сабля имеют, видите, защитную гарду, и центр тяжести сабли находится примерно здесь 10 сантиметров от гарда. И поэтому преимущество шашки уже налицо. Шашка имеет длину 95 сантиметров, общая длина. Но у офицерской, конечно, на 10 сантиметров была короче. В 1919 году шашка стала почетным именным оружием, как награду давали. В 1927 году была введена общая модификация шашки. И шашка имела вот такой темляк, на башкирском языке эльмяк называется. Это тоже необходимая часть оружия. Кавалеристы 112-й башкирской кавалерийской дивизии также были вооружены карабином система Мосина, знаете. Некоторые, не только некоторые, а все кавалеристы имели вооружение штыки. Вот данное гнездо одевался в ножны, вот так носили в походном положении. Когда была команда идти на пешую атаку, сабли снимали кавалеристы, привязывали седлам и уже со штыком, заряженным штыком, карабином, они шли в атаку. Вот таким образом цепляется. Итак, башкирская легендарная 112-я, 16-я, так скажем, гвардейская кавалерийская дивизия, она дошла от Сталинграда до Берлина и дала Советскому Союзу 78 героев Советского Союза. Мы помним славный путь наших дедов и гордимся. Спасибо за внимание.